Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь в понедельник по телемосту запустили поставки российского газа в Китай по участку газопровода «Сила Сибири». Новая магистраль будет транспортировать топливо из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай. Какие перспективы открывает газопровод? Что получит Якутия от этого крупного международного проекта? В чем сила Сибири? Об этом мы поговорим сегодня с министром промышленности и геологии Якутии Максимом Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, сразу хочется, чтобы вы поделились своими эмоциями и впечатлениями от этого грандиозного события. Вы ведь присутствовали при запуске. Да, мы присутствовали вместе с первым заместителем председателя правительства Якутии Алексеем Засимовичем Колодезниковым. Я отмечу, что это не просто мероприятие серьезное, то есть сама стройка и сам проект – это очень грандиозное событие в области газовой промышленности. Мы прошлись по объектам, которые реализованы, то есть и только вот отметить, что одна установка комплексной подготовки газа – это очень большая, серьезная территория, то есть несколько десятков тысяч квадратных метров. То есть вот просто ознакомительная экскурсия – это более часа посмотреть, да, то есть если вот одни самые цифры, более 5 миллионов отсыпанного грунта, там более 15 тысяч тонн оборудования, это уже впечатляет. Что отметить? То есть количество людей, которые там задействованы, самое современное оборудование и автоматика. Я задавал один из вопросов, который меня интересовал, то есть чье оборудование установлено? Только российское оборудование. То есть это уже говорит о вопросах, связанных с развитием не только вопросов транспортировки, добычи газа, да, то есть, но и вопросы машиностроения. То есть, поэтому во всех направлениях это передовая стройка, и мы сегодня имеем на территории Якутии самое современное газовое предприятие в стране. Но в свое время было очень много разговоров о целесообразности стройки вообще этого, скажем так, проекта, что очень много денег затратим, столько газа продать не сможем. В чем ожидаемые последствия все-таки этого проекта для России в целом, для нашей республики, естественно, экономические? Скептики будут всегда. Вопрос всегда, наверное, в том, кто говорит, а кто делает. То есть в данном случае компания сделала этот прорыв, они ввели объект минимум на год раньше от запланированных сроков. То есть это уже говорит о значимости этого проекта. Проект открывали два руководителя двух крупнейших государств. То есть опять-таки, да, то есть это о последствиях и востребованности, необходимости проекта. Но, наверное, то есть, конечно же, да, то есть это объемы поставок, то есть это возможность получения стране средств от экспортной выручки, что несомненно, да, то есть будет направлено на различные социальные проекты, на развитие промышленности в том числе. Но не могу не отметить, то есть будет соответствующий эффект для населения, то есть для населенных пунктов, которые расположены вдоль трубопроводов. И этот эффект, он тоже многогранный. Поэтому эффект «Силы Сибири», вот тот период жизни этого проекта, я думаю, в дальнейшем будет продлен, потому что вдоль трубы есть и другие месторождения. Я думаю, постепенно взгляд будет обращен и в их сторону. И есть эти месторождения на территории Якутии, то есть это новые возможности, то есть для развития в этом направлении. Помимо этого, опять-таки, то есть в рамках работы, которую мы будем проводить с ПАО «Газпром», будем решать вопросы, связанные с развитием и промышленности, то есть тех объектов, которые находятся вдоль «Силы Сибири» в Южной Якутии, потому что там сегодня есть железная дорога, там есть другие промышленные объекты, там есть люди, которые имеют востребованные рабочие специальности, инженерно-технические специальности. То есть поэтому я думаю, этот эффект мы будем пожимать на протяжении многих лет, а скептики пусть говорят. Но если говорить о доходах, то наша республика какие деньги будет получать в свой бюджет от эксплуатации? Есть ли уже какие-то цифры рассчитаны? Цифры есть, но я думаю, здесь, наверное, вопрос есть определенной коммерческой тайны, да, то есть связанный с налогами от конкретной компании поступления.
Конечно же, для реализации этого проекта были введены определенные налоговые льготы, то, о чем часто говорят. Но если взять за основу, например, в качестве базы 2018 год, основной эффект у нас от «Силы Сибири» составляет налог на прибыль. То если в сравнении с 2018 годом, что в этом году, что в последующих, 2021-2022 году, рост составит не менее 30%. То есть если взять за основу 2018 год. Потом выйдет на определенный уровень, но руководство республики, Арсений Сергеевич Николаев, он прилагает усилия для того, чтобы этот эффект был существеннее и значимый, учитывая вклад проекта в валовый региональный продукт. А этот вклад он будет достигать порядка 7%. То есть, соответственно, эта работа сегодня ведется. Есть, я надеюсь, будут определенные подвижки, потому что, опять-таки, средства от этих налогов, они будут направляться на улучшение качества жизни людей у нас в республике. Я знаю, что запланирована газификация населенных пунктов, расположенных вблизи газопровода и у нас, и в Иркутской области, и в Еврейском автономном округе. Что касается республики, то сколько населенных пунктов попадут под эту газификацию и как скоро она произойдет? Если взять республику, вы абсолютно правы. То есть у нас будет газификация вдоль Силы Сибири. Это 4 района: Ленский, Алекминский, Алданский и Нерюнгринский районы. Затронет это жителей 30 населенных пунктов. Если так, я думаю, все равно будет интересно, да, то есть это 2 населенных, начну с юга, например, да, то есть это 2 населенных пункта в Нерюнгринском районе, но там есть село Енгра и поселок Чульман, но в Чульмане рассматривается вопрос, связанный с газификацией Чульманск-ТЭЦ. Если взять, например, следующий Алданский район, то это 8 населенных пунктов. Среди них первый это Алдан. Жители Алдана более чем осведомлены, что у них сегодня отопление идет с помощью угольных котельных, то есть это накладывает определенный фон на, на воздух, которым они дышат, да, и так далее. Поэтому, я думаю, тоже будет положительно воспринято в этом направлении. Это и какие-то Ленинская, Верхний, Нижний, Куранах, да, то есть и так далее, то есть 8 населенных пунктов. И самое большое количество населенных пунктов, которые подпадают по газификации вдоль Силы Сибири, это Алекминский район, это порядка 17 населенных пунктов, и Ленский район 3 населенных пунктов: Мурья, Биченча, Батамай. Поэтому уже сегодня республике необходимо предусматривать средства, эта работа ведется. Заложены на следующий год средства, связанные с проектированием. То есть на сегодня это 3 населенных пункта, они значимые по объемам, это Алекминск, Алдан. Проектирование, связанное с Чульманск-ТЭЦ, как я уже говорил, потому что есть вопросы определенные, то есть обращения, связанные с ситуацией вокруг котельной. И дальнейшее движение. То есть поступательно, если говорить о сроках, конечно, все зависит от возможностей, связанных с финансированием. Вы знаете, периоды у нас не самые легкие, но тем не менее, даже в этих условиях финансирование выделяется. Сейчас следующие несколько лет это будут связаны вопросы непосредственно с проектированием. Нам нужно по всем объектам спроектировать, уточнить те суммы, которые должны быть на это направлены. Для ориентировки, что затраты республики могут составить порядка 9 миллиардов рублей, из них связанные непосредственно на газификацию домовладений, скажем так, да, то есть это порядка 3 миллиардов рублей, то есть это значительные средства. Остальные средства связаны с газификацией котельных, это тоже даст и экологический, и экономический эффект, и затраты, связанные с поддержкой малообеспеченных семей, то есть, потому что у нас предусматриваются определенные субсидии для этой категории граждан. Что еще хотелось бы в этом вопросе отметить? Касаемо сроков, то есть, я думаю, ближайшие от 3 до 5 лет занимают вопросы проектирования. Параллельно, в зависимости от наличия средств, будут выделяться средства на строительно-монтажные работы. Но срок
ориентировочный срок, то есть когда большинство, наверное, работ будет завершено, это 25-27 годы, то есть когда уже начнется поступление газа в населенные пункты. Ну, если вернуться к скептикам, которые всячески осуждали, может быть, этот проект, экологическая безопасность силы Сибири, что можно сказать в этом плане? Все-таки местные жители, живущие рядом, вызывают всегда опасения, что что-то будет не так, что-то пойдет не так. Ну, во-первых, это газ, то есть, и я думаю, то есть жители, которые живут, начиная, ну вот Вилюйская группа, да, районов от Кысыл-Сыра, то есть и те 10 улусов, где сегодня у нас есть газ, они могут рассказать, то есть и сопоставить, то есть эффект от прихода газа и вопрос, связанный с экологической составляющей. Это первое. Второе, и может быть даже это на первое место нужно будет вывести, да, то есть есть указ главы, который связан с вопросами экологии, на нем постоянно делается акцент, это правильный акцент. Соответственно, с самого начала прихода компании «Газпром» этот разговор он поднимается на любых встречах на разных уровнях. Вопросы, связанные с экологией. Компания очень ответственна. То есть мы в этом смогли убедиться, в том числе и ее работу на территории нашей республики. Вот как раз во время запуска и ввода в промышленную эксплуатацию Чиндинского месторождения. Что на сегодня происходит? Во-первых, есть соглашение с компанией «Газпром», связанное с вопросами экологии. «Газпром» добыча «Ноябрьск» и «Газпром Трансгаз» Томск, которые ведут работу у нас на территории, разрабатывают комплексные программы в вопросах экологии. То есть, например, «Газпром» добыча «Ноябрьск» – это программа у них с 16 по 21 год. То есть они активно ведут в этом вопросе диалог с Министерством экологии республики. Буквально, наверное, пару недель назад министр экологии Сахамин Миланович Афанасьев был на месторождении, то есть эти вопросы тоже проверял непосредственно на месте. Сейчас программа, связанная с компанией «Газпром Трансгаз Томск», находится на согласовании в Министерстве экологии. То есть этот вопрос, ну и дальше он, естественно, будет мониториться его исполнение. Поэтому я, конечно же, надеюсь на активную гражданскую позицию наших жителей. То есть, как и при реализации любых промышленных объектов, это жители очень правильно и оперативно реагируют, что позволяет, в свою очередь, принимать и необходимые оперативные действия со стороны властей, то есть тех органов, которые ответственны по этому направлению. Поэтому, я думаю, будем смотреть и надеюсь, что высокие стандарты они будут соблюдаться в этой сфере. Ну и в завершении беседы еще один такой очень важный, мне кажется, вопрос. С начала строительства этого проекта сколько рабочих мест получила Якутия, какие в перспективе профессии будут задействованы в газовой отрасли и какие учебные заведения у нас в республике или где-то в России готовят специалистов в этой отрасли? Я бы разделил этот вопрос на два этапа. То есть сейчас этап стройки, а затем будет этап эксплуатации. Вот на сегодня, например, в компании «Газпром Трансгаз Томск» порядка четверти работников уже составляют жители Якутии. То есть это хорошая динамика. Но на примере «Газпром» добыча «Ноябрьск», там уже количество работников, доля, которые являются жителями Якутии, достигла 90%. Я хотел бы сделать на этом акцент. Да? В перспективе ожидается значимый рост работников, которые будут задействованы непосредственно в эксплуатации. Он по обеим компаниям составит практически трехкратный рост и достигнет более 2000 человек, то есть более 2200 человек. Я рассчитываю, что сегодняшние студенты и школьники, которые получают образование, которые выбрали для себя своим призванием нефтегазовую отрасль, ответственно подойдут к этому вопросу. Потому что важно наличие не просто диплома, а именно наличие качественного образования. Для этого надо приложить им все усилия уже сегодня, чтобы уделять внимание профильным дисциплинам. Обязательно проходить практику, начиная уже с первого курса. Несмотря ни на что, ставят им месяц практики, например, ознакомительной на кафедре. Я считаю, надо идти на производство. То есть надо идти, стремиться в те компании, где планируют ребята в дальнейшем учиться. То есть
Потому что если, например, учится 5 лет, возьмем просто 2-3 месяца практики ежегодно, мы получим по завершении учебного заведения уже специалиста с годом опыта работы. Это к вопросу, когда студенты, выпускники спрашивают, а где нам взять опыт работы? То есть эта возможность имеется у каждого. То есть ее надо правильно использовать. Касаемо учреждений, которые ведут подготовку для газовой отрасли. Конечно же, это Северо-Восточный федеральный университет и колледжи. То есть делаются сегодня акценты Мирнинский колледж, региональный колледж в городе Мирном, Ленский техникум. Профессии отдельные есть и в Алданском техникуме, в Алекминском, не могу не отметить Вилюйский техникум, конечно, Южно-Якутский технологический колледж. То есть, по сути, у ребят в многих наших населенных пунктах имеется возможность, если не непосредственно по месту жительства, то приехав туда получить востребованную профессию, либо специальность. Ну а если затронуть разработку чиндинского месторождения, то какой долгосрочный эффект от его разработки ожидается? Потому что очень большая ставка все-таки делается на нефтехимию, а не сколько на экспорт. Если говорить о чиндинском месторождении, то есть надо понимать в этом вопросе, что чтобы месторождение было востребовано и проекты рядом какие-то реализовались, нужен доступ к инфраструктуре. В данном случае это магистральный газопровод «Сила Сибири». Если говорить о вопросах, связанных с развитием газохимии, то либо производств, которые получат эффект от применения газа, то я уже сделал акцент, это Алданские и Нерюнгринские районы. То есть при обеспечении доступа к газам инвесторы, конечно же, покажут себя в деле. Почему? Потому что там есть железная дорога, там имеется федеральная автотрасса, то есть что позволяет, обеспечивает эффективный и круглогодичный завоз материалов и, соответственно, вывоз продукции производства. Это не обязательно будут продукты только газохимии, то есть это могут быть и другие проекты. В частности, например, золотодобывающие компании спрашивают о возможности получения доступа к газу, потому что это окажет положительный эффект на их экономию, то есть на обогатительные комбинаты. Поэтому это только вот одни из тех направлений, которые могли бы получить эффект. Конечно же, это вопросы, связанные с развитием газомоторного топлива. Это вопрос, связанный с развитием заправочных станций АГНКС. И в том числе у нас есть соглашение с «Газпромом» газомоторное топливо, то есть о строительстве таких станций. То есть эффект он комплексный. И несомненно, то есть вы делали акцент на этом, да, и задаете вопросы, которые интересуют наших жителей. Первое – это рабочие места. Возможность получить хорошую заработную плату, которая может быть потрачена на территории наших населенных пунктов, то есть и вовлечь в дальнейшем оборот, стимулировать торговлю, да, стимулировать местное производство. То есть это далеко не полный, наверное, перечень того эффекта, который даст «Сила Сибири». Максим Викторович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Да, пожалуйста. Это была программа «Актуальное интервью». Но о «Силе Сибири» мы сегодня говорили с министром промышленности и геологии Республики Якутии Максимом Терещенко. До встречи в эфире.